Чувашские единороссы, депутаты, чиновники, силовики и их родственники чувствуют себя королями не только в жизни, но и на дорогах. Мы собрали топ-7 самых наглых слуг народа, которые ездят по дорогам республики, представляя себя героями Мэд Макса. Вот вам живой пример, к чему приводит ощущение полной безнаказанности. Drive that car tonight. Family man, honey. На седьмом месте сразу четверо. Игорь Прусаков, бывшего главного чувашского дорожника и экс-директора Чувашавтодора, задержали в 2016 году пьяным за рулем служебного Nissan Sienna. Пьяный чиновник дерзко общался с сотрудниками ГИБДД, суд признал его виновным, отобрал права на 1,5 года и оштрафовал на жалких 30 тысяч. После такого позора главный по республиканским дорогам уволился. Антон Ковалев – это бывший депутат городской думы Чебоксар. Тот самый, что умеет останавливать вентилятор языком. Его тормознули за рулем Volkswagen Passat и заподозрили, что он водит под наркотиками. Ковалев отказался от метода свидетельствования. За это в декабре 2018 года его лишили прав на 1,5 года и оштрафовали на те же жалкие 30 тысяч. Своего кресла депутата от «Единой России» тогда не лишился и спокойно досидел до конца срока. Вы сформировали вот такую фразу, что я ездил пьяным за рулем. Да, Хорош. да. Давайте. Да, вот. ну я сказал, Вы подтверждаете это еще раз. Давайте вот на камеру еще раз скажите, пожалуйста. Потому что русские меня задержала заранее спланированно. Не задержали, меня остановили заранее спланированно. Антон Андреевич, давайте встретимся в суде. Я с вами планирую встретиться в суде, дружище. Алексей Маклыгин, бывший зам Ладыкова. Это он занимался согласованием митингов в городе и с удовольствием отправлял каждую нашу акцию в Сосновку. В августе прошлого года Маклыгина задержали за рулем Мерседеса с признаками опьянения. Он отказался от теста, и суд почему-то закрыл дело. Вмешалась прокуратура. Дело пересмотрели, и в итоге Маклыгин лишился прав на 1,5 года и получил штраф в 30 тысяч рублей. После этого старый верный помощник сити-менеджера покинул свой пост. Терять ценные кадры власть не хотела, и Маклыгин получил теплое место в муниципальное предприятие «Чебоксарские электросети». Иван Моторин, бывший премьер-министр Чувашии. Этой зимой его тоже задержали пьяным за рулем Nissan Pathfinder. Моторин оказался посмелее. Он прошел тест наркологии, и результат оказался в 2 раза больше допустимого значения. Дело еще рассматривают. Моторину грозит лишение до 2 лет и штраф до 30 тысяч рублей. Проработавший 20 лет на высоких государственных постах, чиновник сейчас не занимает никакую должность в республике. Зато занимает 7-е место в нашем рейтинге. Виктор Шмаков, бывший депутат городского собрания, любитель нарушить все возможные правила ПДД. В 2017 году его лишили прав в Нижнем Новгороде после пьяного ДТП без пострадавших. Через год единоросса остановили за рулем Ауди с номерами 888 и оформили за вождение без прав. Шмаков тогда отделался только штрафом. Позднее его машину видели на месте для инвалидов у мэрии. Сам депутат стоял рядом, но заявил, что за рулем был не он. В феврале 2019 года Шмакова снова задержали по подозрению в вождении без прав, и он отсидел 6 суток в спецприемнике. Символичное 6-е место. Олег Таланов, действующий депутат Госсовета, тоже ездит в нетрезвом виде. Похоже, это любимое развлечение наших властей. В 2015 году единоросс выехал на своем Mitsubishi Pajero пьяным на встречку и врезался в ВАЗ-2210. Слава богу, никто не пострадал. Виноват, согласен. А что случилось-то? Ну, нарушил. На встречку выехали? Нет, я повернул снизу сюда. Виноват. А, оттуда, с моста ехали? Да. И сюда повернули? Да, виноват. Ну, сами-то ладно, хоть не шились. А другие кто пострадал? Есть пострадавшие? Нет пострадавших. Нет пострадавших. Депутат признал вину, извинился и возместил водителю десятки ущерб в размере стоимости новой машины. Партия в итоге его не выгнала. В чувашском парламенте Таланов сидит до сих пор. 5-е место за умение извиняться. Борис Атаманов.
А вот бывший замминистра спорта республики не отличается качеством признавать свои ошибки. Летом 2016 года вместе с женой и алкоголем он культурно отдыхал на набережной, после чего решил сесть за руль. Атаманова остановили очевидцы и вызвали ГИБДД. Супруга единоросса не стеснялась и говорила все, что думает. На основании чего? Вот объяснение свидетелей. Вот, я не Это не моя ругаюсь. машина. Они сами, Я понимаю, это придумали. служебная автомашина. Наша машина. Я там не стоит сидел. Мы туда не Принадлежит подходили. Министерству спорта. Мы Я не были там вот сидел. на яхте. Это безобразие, это доказная акция, это партия какая-то против нас. Это партия КПРФ. Ты сидел, или, как я? знаю, Машину присядьте, Единая пожалуйста. Россия, против Единая Россия рулит, так и есть, да? А как еще, да, так получается. Мы приезжаем, нас привозят и ГАИ вызывают. Что за вы, блин, пешком домой пошли бы, нам нахрен машина нужна. Такси вызвали, на что, денег? 150 рублей нет на такси, что ли? Мы нищеброды, что ли? Так получается. Сам подставил. Где он? Его вообще нет. В итоге чиновник покинул высокий пост и лишился прав на 1,5 года. 4-е место. Евгения Дельман-Бердюгина, сноха депутата Госсовета единоросса Олега Дельмана. Девушка работает в республиканской прокуратуре и тоже не прочь сесть после вечеринки за руль, даже если на заднем сиденье находятся 2 ее детей. Когда в декабре прошлого года прокуроршу остановили сотрудники ГИБДД, она стала светить корочкой, попыталась договориться, а потом позвала на помощь мужа прокурора. Это все, что у меня есть. Документ на машину имеется? Документы на машину, это моя машина. Вы вообще... документы. Я вам говорю, вот это мой документ, вот, все, это мой единственный документ, блин. Все остальное у мужа. У меня 2 детей в машине. Я что, буду просто так ездить, что ли? Девичью фамилию. Сюда приехала, живу здесь 5 лет. Где около гостиницы «Россия»? Где? Мне зачем вот эти проблемы нужны с 2 детьми, Саш? Ну сколько можно уже? Ну, лучше проводите, отпустите, потом, знаете, сочтемте. Штраф, не надо оформлять штраф. Давайте договоримся так. За удивительную наглость и уверенность в собственной безнаказанности 3-е место. Евгений Комаров. Вольготно себя чувствуют и дети высокопоставленных госслужащих. В мае 2020 года сына экс-начальника отдела собственной безопасности МВД задержали пьяным за рулем и заодно обнаружили, что он поставил на свою Toyota Land Cruiser фальшивые номера. Видимо, в этот раз договориться не получилось, как в 2015-м, когда Комарова-младшего хотели оформить за тонировку, но на помощь пришел папа и инспектора ГИБДД, который оформил отпрыска начальника ОСБ, уволили. Через 3 года после этих событий Комаров не справился с управлением Infiniti M35 и вылетел в кювет. Тогда серьезно пострадал водитель и 3 его пассажиров. Комаров – 2-е место. Олег Ладыков. Мы просто обязаны в этом списке вспомнить сына сити-менеджера Чебоксар. Ладыков-младший знаменит тем, что любит бить людей и полицейских. Во время условного срока попал в аварию на Audi Q7. Машина врезалась в УАЗик. Его водитель получил множественные травмы, а сын сити-менеджера сбежал. Олег Ладыков, как ни изворачивался, избежать наказания не смог. В прошлом году его признали виновным и дали 3 года и 9 месяцев колонии поселения. Заслуженное 1-е место. Большинство горе-водителей покинули свои посты, и это не может не радовать. Но таких случаев пугающе много, слишком много, и это заставляет задуматься, кем же возомнили себя наши власти. Пора обновлять кадры. Этой осенью мы можем убрать осточертевших единороссов из Госсовета Республики и из Госдумы. Для этого нужно всего лишь зарегистрироваться на умном голосовании и прийти на выборы в сентябре. Не забудьте поделиться ссылкой с друзьями и близкими. Напишите в комментариях, встречали ли вы на дорогах обнаглевших госслужащих. И подписывайтесь на канал. Вместе мы добьемся справедливости.